С именем Аллаха, милостивого и милосердного. Уважаемые братья и сестры, мир вам и милость Всевышнего. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в своем достоверном хадисе сказал: «Придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем после меня. Держитесь за это коренными зубами». Как мы знаем, имя первого праведного халифа Абу Бакра, радийаллаху анху, было Абдуллах. Прозвище Абу Бакр ас-Сиддик он получил от посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, потому что он признавал истинность слов посланника Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, без колебаний и сомнений. Он был одним из самых приближенных и любимых сподвижников посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, не отходил от него, всегда сопровождал его в пути, помогал имуществом. Когда многие сподвижники уже переселились из Мекки в Медину, посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: «Я собираюсь совершить хиджру, то есть переселиться». Абу Бакр, радийаллаху анху, спросил у него, может ли он его сопровождать, пойти вместе с ним. В полдень, в день переселения, посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, пришел в дом Абу Бакра и объявил о том, что они вместе, соизволения Аллаха, отправятся в Медину. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, заплакал от счастья. Знатные курайшиты-язычники объявили награду тому, кто остановит посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, и много людей после услышанного вышли с плохими намерениями, чтобы забрать награду от курайшитов-язычников, выполнив их условия. Однако они не смогли догнать посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, и Абу Бакра, радийаллаху анху. Перенося трудности переселения, призыва, походов и многого другого, Абу Бакр, радийаллаху анху, был надежным, достойным и любимым сподвижником посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям. Маму Абу Бакра ас-Сиддика, радийаллаху анху, звали Сальма бинт Сахар, радийаллаху анха. Она была одной из первых мусульман этой уммы, обладала большим умом и смелостью. Такие качества даровал Всевышний Аллах сподвижникам своего посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды Умар ибн аль-Хаттаб, радийаллаху анху, пожаловался посланнику Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, на Абу Бакра. Он сказал, что Абу Бакр, проходя рядом, никогда не приветствует его первым и ждет, пока я поздороваюсь. Когда Абу Бакр, радийаллаху анху, пришел к посланнику Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, то он спросил его о причине его поведения с Омаром, и тот сказал: «О посланник Аллаха, я слышал, как ты говорил, что тот, кто будет начинать приветствие первым, тому Аллах построит дворец в раю. Поэтому я хочу, чтобы такой дворец достался Умару, сына Хаттаба». Узнав об этом, Умар заплакал. Вот насколько были высокие их нравы, да будет ими всеми доволен Всевышний Аллах. В хадисе, переданном от Абу Хурайры, радийаллаху анху, говорится, что посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто сегодня проснулся постящимся?» Абу Бакр ответил: «Я». Он спросил: «Кто навестил больного?» Абу Бакр также ответил: «Я». Он спросил: «Кто сегодня присутствовал на похоронах?» Абу Бакр ответил: «Я». Он спросил: «Кто сегодня накормил бедняка?» И на это Абу Бакр ответил: «Я». Тогда посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если в течение дня человек совершает эти деяния, то он непременно попадет в рай». Просим Всевышнего даровать нам нрав Абу Бакра, его правдивость, его смелость, его отзывчивость. В проявлении всех этих дел он занимал особое высокое положение. Когда ушел из жизни посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, Умар воскликнул: «Тот, кто скажет, что умер посланник Всевышнего, тому я отрублю голову». Абу Бакр, радийаллаху анху, сказал: «О люди, послушайте, если среди вас были те, кто поклонялся Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, то пусть знают, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, умер. А если вы поклонялись Аллаху, то Аллах жив и не умирает». Когда сподвижников охватило горе и печаль, Абу Бакр, радийаллаху анху, проявил стойкость, хотя сам был в большой печали. Пусть Всевышний дарует нам веру и стойкость Абу Бакра и взрастит таких людей среди нашей уммы, среди нашего народа.
После того, как посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, ушел из этого мира, халифом мусульман стал Абу Бакр ас-Сиддик, радийаллаху анху, а после него Умар ибн аль-Хаттаб, радийаллаху анху. Как мы все знаем, он обладал исключительным мужеством, смелостью и прекрасным нравом. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что когда бы шайтан не встретил Умара идущим по какой-то дороге, он непременно бежит от него и выбирает другую дорогу. Также посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если бы после меня был пророк, то им был бы Умар ибн аль-Хаттаб. Вот насколько высокое положение занимает Умар сын Хаттаба, да будет доволен им Аллах, в умме посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям. Третьим праведным халифом мусульман был Усман ибн Аффан, радийаллаху анху. У него было прозвище Зун-Нурайн, обладатель двух светочей. Это прозвище ему дали потому, что он был женат на двух дочерях посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям. Сначала на Рукайи, а после ее ухода из жизни на Кульсум, да будет доволен ими обеими Всевышний Аллах. Усман ибн Аффан, радийаллаху анху, был убит хавариджами своего времени. Как сказал Ибн Абидин, хавариджи того времени – это сегодняшние ваххабиты. Удивительным нравом обладал Усман ибн Аффан, радийаллаху анху. Его особой отличительной чертой была застенчивость. Он был застенчивым человеком. Однажды посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сидел в доме Аиши, радийаллаху анха, и часть его ноги была без одежды. Попросился войти Абу Бакр, и он позволил ему войти, оставаясь в таком же состоянии, и побеседовал. Затем попросился войти Умар. Он позволил ему войти, оставаясь все так же, и провел беседу. Затем попросился войти Усман ибн Аффан. Вот тогда посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, и сел, выровняв свои одежды. И Аиша после спросила: «О посланник Аллаха, вошел мой отец, и ты не изменил свое положение. Вошел Умар ибн аль-Хаттаб, и ты сидел как и ранее. Когда вошел Усман, ты выровнял свою одежду». На это посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Как мне не стесняться того, кого стесняются ангелы?» Сами ангелы стеснялись Усмана ибн Аффана, радийаллаху анху. Однажды посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, услышал, как один человек советует своему брату не быть очень стеснительным. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, разъяснил ему, что стеснительность – это часть веры, и она не приносит ничего, кроме добра. Усман ибн Аффан, радийаллаху анху, был стеснительным человеком, обладал прекрасным нравом, был храбрым сподвижником, принявшим мученическую смерть от рук хавариджей. Молим Всевышнего даровать нам нрав Усмана ибн Аффана и даровать этой уммы людей, подобных ему. После смерти Усмана ибн Аффана, радийаллаху анху, халифом стал Али ибн Абу Талиб, радийаллаху анху. Он был женат на дочери посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, Фатиме, радийаллаху анха. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о нем, что у него высокая степень обладания знаниями. Молим Всевышнего даровать нашей умме, нашему народу, подобных Али ибн Абу Талибу, радийаллаху анху. Сказал посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям: «Мои сподвижники подобны звездам на небе, и у кого бы из них вы не взяли хадис, вы последуете за истиной. Пусть Всевышний дарует нам возможность следовать путями праведных предшественников. Пусть Всевышний не лишит нас достойных, знающих, храбрых мусульман. Молим Всевышнего собрать наш народ в судный день под флагом посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, где соберутся его сподвижники, приближенные к Аллаху, уверовавшие во Всевышнего и его посланника. Пусть Всевышний дарует нам заступничество своего посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Молим Всевышнего оберегать хранителя Корана, защитника сунны посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, нашего главу Рамзана Хаджи Кадырова, даровать ему здоровье и силы и дальше быть опорой для мусульман, быть защитником ислама. Пусть Всевышний дарует нам свое благо, мир вам и милость Аллаха. أقول قولي هذا وأستغفر الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.